Руслан Кабалотти – осетинский актер, певец, шоумен. Принципиально не поет под фонограмму, мечтает стать голубоглазым блондином. Знает, что не так с осетинской эстрадой. Если бы поставили перед выбором – петь под фонограмму или уходить со сцены, что бы вы сделали? Я бы продолжал петь просто на улице для людей. Если бы вы могли стать невидимкой, куда бы пошли? Наверное, сел бы в самолет, улетел бы куда-нибудь без билета. Демократия или коммунизм? Коммунизм, но который перерос в демократию. Что не так с осетинской эстрадой? Очень много людей, которые находятся на эстраде, они должны заниматься, наверное, другими делами, но не мне это решать. Наверное, есть публика, которая их слушает, смотрит, и, к сожалению, нет какой-то градации, самодеятельности или профессиональный артист. Они могут выступать на одной сцене, и это неправильно. Это полезно для самодеятельного артиста, но не полезно для профессионала. Что бы вы хотели изменить в своем прошлом? Наверное, хотел бы больше осознанности, хотя, наверное, все происходит так, как должно происходить, и не надо ни о чем жалеть. Чем бы вы занялись в последний день своей жизни? Я приготовил бы спагетти, покрошил туда сыр, пармезан, фарш, окунулся в море, выпил бы вина и посмеялся. Что бы вы могли сделать ради любимого человека? Поменяться. Я могу поменяться. Что для вас главное в жизни? Я считаю, что жизнь важнее жизни ничего нет. Если бы у вас был $1 миллион, на что бы вы потратили? Я бы, наверное, сделал мир чуть-чуть добрее, чем он есть. Ну, не знаю, сколько бы хватило этого миллиона, чтобы люди вокруг меня были счастливы просто. Как вы относитесь к смертной казни? Наверное, она нужна. Нужны сдерживающие факторы для общества, иначе общество превратится в животных. Человек должен чего-то бояться. Какие 3 вещи вы бы взяли с собой на необитаемый остров? Спички. Ну и желательно, чтобы там были красивые женщины. Опишите, какой вы видите свою жизнь через 20 лет. Я буду высоким блондином с голубыми глазами. Буду бегать по пляжу, играть в бадминтон. Я не знаю, никто не знает, что будет через 20 лет. Что бы вы предложили попробовать сделать каждому? Заняться любимым делом, найти себя.